Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем, как «Лада» попала под фуру на улице Кулахметова. Здесь вот он торкнул, развернул меня, «Лада» не тормознул. И столкновение двух иномарок в нескольких сотнях метров от этой аварии. У вас виновник есть? Ну, потрясаем, как говорится. Расскажем, как водитель «Рено» сбил лося. Животное скончалось на месте. И падение молодого человека из окна 4-го этажа. Выпивший пришел, настроение это. Я говорю, это шок был. А также приговор суда за жестокое убийство 2 человек в Казани. Вердиктом присяжного заседателя Кусенов не признан заслуживающим снисхождения. Обвиняемый находился в России незаконно. Это и не только прямо сейчас. Скорую помощь пришлось вызывать 69-летнему водителю «Лады», который на кольцевом перекрестке улиц Кулахметова и Серова не поделил дорогу с грузовой «Сканией». Удар пришелся в левую сторону легковушки. В результате «Ладу» развернуло поперек проезжей части, и грузовик еще метров 20 толкал машину перед собой. Остановиться сразу он не мог, в фуре 15 тонн груза. Здесь вот он торкнул, развернул меня, «Лада» не тормознул. Он ездит по этой дороге каждый день и не думал, что такое может случиться. С грузовиком двигались в одну сторону в направлении улицы Восстания. Он чуть впереди, фура была поблизости. Внезапно скрежет, машину разворачивает. Ей он больше не управлял. Никогда не было. Я оттуда, я отсюда. Всегда все пропускал. Все, знаете. Не думал, что он сюда начал идти, чтобы у него фура не задела. Надо было газануть, выпрыгнуть из-под него. После остановки почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Я маленько башку крутанулся. Неприятно. Вот еще возраст, наверное, влияет. Серьезных травм мужчина не получил. Медики зафиксировали у него повышенное давление и дали таблетку. Госпитализация ему не потребовалась, просто разволновался. Аварии у него никогда не было. В жизни первого 70 лет доходит. Водитель большегруза говорит, легковушку просто не видел. Она попала в так называемую слепую зону. Избежать аварии водителю «Лады» было проще. Подлез. Автоинспекторы усмотрели в произошедшем вину водителя большегруза. Он не выбрал безопасную дистанцию до едущего впереди автомобиля. Вероника Гайнудинова, Константин Бушуев, «Вызов 112». Пока автоинспекторы оформляли столкновение «Лады» и грузовика, в нескольких сотнях метров произошла еще одна крупная авария. На перекрестке улиц Шамиля Усманова и Кулахметова столкнулись «Форд» и «Хёнда». Машинам теперь предстоит капитальный ремонт, если владельцы вообще захотят их восстанавливать. Оба водителя утверждают, что двигались по правилам и виновными себя не считали. У вас виновник есть? Ну, потрясаем, как говорится. Каждый из водителей был уверен в своей правоте. «Хёнда» двигалась по улице Кулахметова в сторону Восстания. Водитель признает, на зеленый не успевал, но не мог и остановиться, поэтому решил завершить маневр. Я ехал оттуда. Зеленый прекратился, пошел оранжевый только мигнул. Я уже сюда вышел, потому что я на скорости был. В тормоз я уже как бы это. И удар. И он выскакивает тоже. Я его не ожидал даже встретить. Просто дальше сейчас, если бы я бы раньше выскакивал, я бы морду... Я вас понял. Водитель «Хёнды» считает, водитель «Форда» выехал на перекресток совсем не на зеленый. Не может быть там разрешающего сигнала, когда ему еще не загорелся красный. Владелец черной иномарки уверен, он четко видел, на какой свет двигался. Этот светофор не работает всем синхронно. То есть, если я видел прекрасно то, что на той стороне уже автомобиль остановился, и я выезжаю на зеленый, потому что если бы выезжал бы на красный, у меня бы удар получился бы спереди. То есть здесь это, как... И он ехал, километров 60-65 от силы. Просто, как говорится, реакция ни у меня, ни у него, наверное, не сработала. Удар пришелся в левый бок «Форда». Его развернуло и наполовину выбросило с дороги на газон. У «Хёнды» разбит весь моторный отсек и повреждена охлаждающая система и подвеска передних колес. Его владелец восстанавливать автомобиль не видит смысла. Поэтому сперва, договорившись с водителем «Форда», согласился взять вину на себя и оформить аварию по европротоколу, чтобы последнему его страховая компания выплатила возмещение. У водителя «Форда», как рассказал мужчина, были проблемы с полисом, но потом засомневался, что человеку без страховки положены выплаты. Что делать и кто виноват в происшествии, автовладельцы решали несколько часов.
Иван Сарафанов, Константин Бушуев, вызов 112. Водитель «Рено» насмерть сбил лося на Матюшинском тракте между поселками Петровский и Вороновка. Животное выскочило на дорогу из леса с правой обочины. Водитель затормозить не успел. Удар был очень сильный. Сахатый скончался на месте. Водитель не пострадал. Автомобиль получил сильные повреждения. Восстанавливать машину владельцу, вероятно, придется за свой счет. А ущерб государству за гибель животного, скорее всего, возместит страховая компания по полису ОСАГО. 20-летний молодой человек упал с 4-го этажа одного из домов на улице 40 лет октября в Кировском районе Казани. Как рассказали соседи, он недавно женился, у него родилась дочь. Сам примерный семьянин, пьет по праздникам, в запое не уходит, наркотики не употребляет. В этот вечер, говорят, пришел домой пьяный. Связывают это с годовщиной смерти деда, у них были очень теплые отношения. Утрату молодой человек воспринимал болезненно. Что произошло в квартире, никто не видел, как и то, откуда именно он упал, из окна или с балкона. Звук падения слышали супруга молодого человека и его тетя. Они были в квартире. Тогда подумали, что кто-то выкинул вниз мусор, но, выглянув, поняли, что произошло. На место тут же вызвали скорую помощь. Молодой человек был жив, его госпитализировали. Выпивший пришел, настроение это, я говорю, это шок был. Вообще всегда примерно семьянин. 54-летний мужчина погиб, 84-летняя женщина пострадала и была госпитализирована с ожогами головы в результате пожара. Горела баня и внутренняя обшивка частного дома в селе Куземетьево в Мензелинском районе. Сообщение о возгорании поступило на номер вызова пожарной охраны сегодня в 13:30. Женщину вывели из горящего помещения, тело мужчины обнаружили в ходе тушения. Причины возгорания установят пожарные дознаватели. Сегодня Верховный суд Татарстана вынес приговор 33-летнему Абду-Азизу Хусенову за убийство своего двоюродного брата и друга. Все они снимали одну квартиру на проспекте Ибрагимова. Согласно уголовному делу, ночью 23 октября минувшего года он жестоко расправился с мужчинами из-за денег, которые с него требовали за съем жилья. Вердиктом присяжного заседателя Хусенов не признан заслуживающим снисхождения. Присяжные заседатели посчитали, что вина Абдул-Азиза Хусенова полностью доказана и вынесли свой вердикт – виновен. Суду осталось только определить наказание. Согласно уголовному делу, в ночь на 23 октября минувшего года он поссорился со своим двоюродным братом и в пылу ссоры нанес ему множество ранений кухонным ножом. Их друг, с которыми они снимали квартиру, поспешил на помощь, но также напоролся на лезвие, после чего подсудимый, закрыв квартиру и выбросив нож с окровавленной одеждой, скрылся и пытался уехать в Самару. Но мужчину задержали по дороге, высадив из автобуса в Аксубаевском районе. К слову, в России он находился незаконно. На первоначальном допросе мужчина признался во всем. К тому же следователи по камерам наблюдения установили, в какой бак он выбросил орудие преступления, и выяснили, что содержимое вывезли на мусоросортировочный завод на улице Васильченко. Там в ходе также проведения оперативных мероприятий был обнаружен нож, который явился орудием преступления. Сам обвиняемый впоследствии поменял свою версию. Уверял, что он никого не убивал, а нашел уже бездыханные тела. Скрылся, так как испугался. А подозревает мужчин, с которыми у его брата был конфликт из-за девушки. По делу было собрано и представлено суду достаточно доказательств, позволяющих судить о его виновности в совершенном деянии. Однако выбранная позиция подсудимым в части непризнания своей виновности в данном преступлении является способом защиты, что предусмотрено законом. Суд на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей сегодня огласил подсудимому приговор. Суд приговорил Хусенова Абдул-Азиза Абдурашитовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом А части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание в виде лишения свободы на 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На прениях сторона обвинения запрашивала для него 19,5 лет лишения свободы, и приговором вполне довольна. На наш взгляд, оснований для оспаривания приговора по наказанию не имеется. В целом позиция такова, что мы не причастны. Далее будем обжаловать приговор. Защита с приговором категорически не согласна и намерена его обжаловать. На это у нее есть 10 дней, пока он не вступил в законную силу. Рамиль Шайдуллин, Наиль Абдуллин, вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.